Старинные улочки, мечети, пейзажи. Богатая история крымских татар отражена на холстах известных художников. Экспозиция собрана из работ Абдурифи Абиева, Амета Устаева, Ирфана Шамсидинова и Февзи Реджепова. Художников, для которых этот год юбилейный. Разные стили, видения мира и неповторимая манера живописи. Но их объединяет одно – они жили и творили в 20 веке. 20 век для нашего народа был сложным, но несмотря на это художественное искусство развивалось. Это работа Абдурифи Абиева, художника с трагической судьбой. Он получил специальное художественное образование, учился в Москве, затем стажировался в Париже. Внес огромный вклад в развитие европейской живописной школы в Крыму. Однако был репрессирован и вскоре погиб. После смерти художника супруга хранила его картины, даже невзирая на то, что утром 18 мая 1944 года были даны всего лишь считанные минуты на то, чтобы собрать все необходимое. Преданная жена сумела взять с собой в долгую ссылку работы мужа. После массового возвращения крымских татар на родину вместе с народом в Крым вернулись и творения мастера кисти. Когда вернулись в Крым, мы обнаружили холсты в антресоле. Они были в ужасном состоянии. Сами понимаете, столько времени прошло. Потом моя дочка принесла их сюда в музей. Их здесь отреставрировали. Спасибо им за это. Крымская палитра – это выставка из 20 картин, живописные и графические работы. Они передают представление о духе ушедшего столетия. Мне на этой выставке очень понравились работы Амета Устаева. Очень близки его пейзажи, потому что они описывают наш регион, наш Крым. Председатель Ассоциации крымско-татарских художников Ирфан Нафиев был лично знаком с Февзи Реджеповым. Рассказывает, что он был одаренным художником. Его картины выставлялись на всесоюзных выставках. Им владела неугасимая жажда творить. Его картины были интересными как со стороны мастерства, так и со стороны цвета. У него не было темных оттенков в работах, только те, которые были близки к человеческой душе. А это работа Ирфана Шамсидинова. Его серия картин «Осиротевшие дома» напоминает документальный фильм. В них художник отразил архитектурные традиции крымских татар и главную особенность – гармонию строений с окружающей природой. Каждая из них дышит историей. Память о нем, я думаю, у нас сохранится у всех, потому что он был один из выдающихся представителей крымских татар, человек, который никогда не забывал свое прошлое. Выставка «Крымская палитра» организована при поддержке Министерства культуры Крыма. Она продлится до начала марта. Айша Шулакова, Владислав Кравцов, телеканал «Миллет».